Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Договор год спустя, 24 ноября 2014 года, был подписан договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве. В развитии Большого договора Минздравы Абхазии и России подписали межведомственное соглашение. Наградили лучших, в Сухуми отметили День учителя и 15-летие конкурса «Лучший учитель года». Сегодня исполняется год со дня подписания президентами Абхазии и России договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Подписание договора состоялось 24 ноября 2014 года в Сочи. Договор вступил в силу 5 марта 2015 года после прохождения процедуры ратификации в Народном собрании, парламенте Республики Абхазия и Федеральном собрании Российской Федерации и обмена ратификационными грамотами. В связи с годовщиной подписания договора между Абхазией и Россией президент Рауль Хаджимба выступил с комментарием. Во вступившем в силу 5 марта 2015 года договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве в полной мере отражены параметры качественного развития отношений между двумя суверенными государствами – Республикой Абхазия и Российской Федерацией. За прошедший год проделана значительная работа по заключению целого ряда секторальных соглашений в целях развития положений договора. В первую очередь, как отметил Рауль Хаджимба, это соглашение в социальной сфере по софинансированию повышения заработных плат, по пенсионному обеспечению, по развитию сотрудничества в области здравоохранения. Практически готовы к подписанию проекты соглашений в сфере обороны и правоохранительной деятельности. В ближайшее время будут утверждены планы мероприятий по реализации сотрудничества в конкретных областях. Главное, подчеркнул президент, что этот договор повышает ответственность каждой из сторон по решению задач двустороннего сотрудничества. Мы должны выступать в качестве зрелого, надежного и ответственного союзника и партнера России в решении вопросов, представляющих взаимный интерес, отметил Рауль Хаджимба. Инцидент со сбитым российским военным самолетом мы расцениваем как попытку подрыва усилий России по пресечению международного терроризма и решительно осуждаем этот акт. Об этом говорится в заявлении президента Рауля Хаджимба в связи с инцидентом с российским военным самолетом в Сирии. Республика Абхазия выражает полную поддержку Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом, создающим угрозу миру и стабильности как в ближневосточном регионе, так и в глобальном масштабе. Надеемся, что международное сообщество даст должную оценку этим неприемлемым действиям, так как это соответствует интересам сотрудничества в борьбе с общей угрозой терроризма, жертвами которого стали тысячи граждан различных государств, говорится в заявлении президента Рауля Хаджимба в связи с инцидентом с российским военным самолетом в Сирии. Сегодня подписано межведомственное соглашение между Минздравами Абхазии и России. Эти вопросы прорабатывались не один месяц. Соглашение – результат этого обсуждения, итог, который устраивает обе стороны, призван и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере медицины. Подробности Нала Мукба. Ровно год назад, 24 ноября 2014 года, был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между президентами Абхазии и России. В целях его реализации разрабатываются межведомственные соглашения. Одним из них стал договор, подписанный министром здравоохранения Абхазии Анзором Гоовым и заместителем министра здравоохранения России Дмитрием Костенниковым. Документ включает в себя два договора по нормативной базе и лицензированию лекарственных средств. На церемонии подписания присутствовали премьер-министр Артур Миквабия, первый вице-премьер Шамиль Адзенба и заместитель министра здравоохранения Батал Кация. Ваше сегодняшнее присутствие на таком важном для нас событии, мероприятии, конечно, свидетельствует о том, что взаимоотношения Абхазии и Российской Федерации развиваются. Вопрос здоровья и вопрос здравоохранения для нас важный очень вопрос. Взятые на себя обязательства Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство здравоохранения Абхазии планомерно выполняет. По словам Анзора Гоова, документ облегчит текущую работу по вопросам медицинского взаимодействия и лекарственного обеспечения и подразумевает план действий по сближению законодательств двух государств. Огромное спасибо Минздраву России за понимание наших проблем и вникание в них, и за ту помощь, которую оказывают они, буквально работают с нами в режиме онлайн. Мы благодарны, и у них есть уже опыт в этом направлении. Мы сейчас только набираем обороты, но я надеюсь, мы свое здравоохранение поднимем на должный уровень.
Поэтому идет становление новой системы здравоохранения. Что Российская Федерация, Минздрав России нам в этом активно помогает. Общаясь с журналистами после подписания, заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников сказал о том, что подписанию предшествовала серьезная совместная работа. Это, конечно, важное событие, но это такая просто небольшая веха, которая обозначает для нас определенный уровень проделанной работы. И мы, с одной стороны, придаем, конечно, большое значение подписанию этих документов, но еще большее значение мы придаем той работе, которая была проделана предварительно нашими министерствами для того, чтобы мы могли дойти до этой вехи. И, естественно, придаем огромное значение тому, что еще предстоит сделать, и, собственно говоря, на этом теперь мы и сосредоточимся. В декабре этого года в Москве планируется подписание еще нескольких межведомственных соглашений. Нала Мукба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Абхазские пенсионеры, получающие российскую пенсию, встревожены в связи с задержкой выплат. Ситуация неприятная, но повода для беспокойства нет. Деньги не могут сейчас получить те, кто не успел вовремя пройти процедуру перерегистрации и не попал в специальную программу Пенсионного фонда России. Перерегистрация пенсионеров, получающих российскую пенсию, для установления факта нахождения в живых проходит с июня этого года. За комментариями наш корреспондент Рената Шакай обратилась в Министерство социального обеспечения. Многие пенсионеры Абхазии не получили вовремя пенсию за октябрь и ноябрь. Пенсионный фонд России приостановил выплаты в Абхазии в связи с тем, что некоторые пенсионеры не успели пройти перерегистрацию, сказал министр труда и социального обеспечения Абхазии Сурен Кирселян. В Пенсионном фонде России изменилась процедура учета и начисления выплат пенсионерам, проживающим за пределами России. Раз в год все, кто получают выплаты, должны подтвердить факт нахождения в живых. Делать это нужно заранее, так как данные проходят несколько ступеней обработки, начиная от районных совбезов в Абхазии до Адлерского отделения Пенсионного фонда. При этом вся информация заносится в компьютер, на что тоже необходимо время. Все задержанные пенсии будут выплачены, но чуть позже, добавил министр. Мы сейчас максимально делаем так, чтобы по возможности как можно больше, как можно быстрее все-таки восстановить наших пенсионеров. Я еще раз хочу сказать, обратиться к пенсионерам, извиниться за некоторые неудобства. При этом все-таки хочу успокоить. Все пенсии будут выплачиваться, как только вот эти наши документы, регистрационные уведомления войдут в программу. Проведение перерегистрации проходит с небольшими трудностями. В Адлере установлено новое программное обеспечение. Оно не совсем справляется из-за того, что из Абхазии поступает больше бумаг, чем они могут обработать. Раньше пенсионеры проходили перерегистрацию в конце года. По этой причине весь пенсионный фонд был забит людьми. Для того, чтобы решить этот вопрос, в будущем планируется оптимизировать проведение перерегистрации пенсионеров, получающих российскую пенсию. Сейчас у нас на выплате более 23 тысяч человек. Завтра еще формируем документы, которые будем отправлять. И, наверное, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем тем пенсионерам. Те, кто не прошел регистрацию, я обращаюсь ко всем ним, прийти в свои районные совбезы, прийти в министерство, неважно, мы везде принимаем. Но надо, потому что мы сейчас смотрим по подсчетам, еще не все наши пенсионеры обратились за регистрацией. Понимаете, потом, естественно, будет, у них тоже будут такие проблемы. Пенсионеры, которые вовремя выполнили все необходимые процедуры, уже сегодня без проблем снимают пенсию со своих счетов. Проблем нет у меня. Все вовремя получаете? Да. Те, кто не получили пенсию в этом месяце или не смогут получить в следующем, беспокоиться не должны. Вся задолженность будет выплачена, заверил Сурен Кирселян. Рената Шакай, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Гагарский отдел Государственной миграционной службы Абхазии совместно с отделом трудовой миграции Центрального аппарата продолжают работу по выявлению и регистрированию иностранных граждан, прибывших в Абхазию на заработки. В настоящее время по республике количество трудовых мигрантов составляет порядка 4100 человек. В большей степени они сосредоточены в столице и Гагарском районе. В Гагре и провели сегодня рейд сотрудники миграционной службы. Репортаж Сиды Малия.
Выездные инспектирования, которые осуществляются сотрудниками Гагрского отдела миграционной службы, неотъемлемая часть их работы. Увеличивающееся число трудовых мигрантов необходимо контролировать, порой принуждая их к официальной регистрации в соответствии с законом. В противном случае предусмотрены штрафы. За отсутствие регистрации 6 тысяч рублей, за отсутствие разрешения на работу 9 тысяч рублей. Инспекция в данном случае не обнаружила ни одного незарегистрированного трудового мигранта. В большинстве своем работодатели предпочитают сотрудничать с миграционной службой и направлять наемных рабочих в службу для прохождения соответствующих процедур. Один из важных этапов – медосмотр. В обязательном порядке они должны сдать анализы на наличие инфекционных заболеваний. Те, у кого выявлены такие заболевания, выдворяются за пределы республики. За последний год таких случаев было 3. Как и в любой другой стране, никто не хочет показывать реальное количество трудовых мигрантов, которые у него работают на объекте. По одной простой причине, потому что он не хочет за них оплачивать. Если нарушил трудовой мигрант, это административное правонарушение. Если не нарушил же, опять-таки, сделать документ тоже стоит денег. Это там на медосмотр определенная сумма нужна, потом госпошлину надо оплатить. И само разрешение действует полгода. Возникают трудности, к сожалению, но стараемся как-то их преодолеть. И, к счастью, за последний год наблюдается такая динамика, что местные наши жители, в принципе, абсолютно не против того, чтобы трудовые мигранты делали документы. Наоборот, они их сами посылают делать документы. Среди трудовых мигрантов выходцы из соседней России, Средней Азии, Армении, Молдовы, Турции и Украины. В Закарпатской области Украины около месяца назад на заработки в Гагру приехал Руслан Сидей. Чтобы прокормить семью, он работает на стройке. В месяц Руслан отправляет около 35-40 тысяч рублей. Предложили здесь работу. Сказали цену, сколько заравно, но устроили нас и приехали. Вместе с тем трудовые мигранты считаются бюджетообразующим звеном. К примеру, при регистрации и получении разрешения на работу они платят 3000 рублей. Более того, работодатель обязан платить пошлину за прием на работу гастарбайтеров. Таким образом, бюджет Гагры за последний год пополнился на 7 миллионов рублей. Тому способствует слаженная работа сотрудников миграционной службы. Намного эффективнее и намного повышает коэффициент полезного действия. На самом деле пополнение в бюджет тоже чувствуется, потому что люди на месте сдают документы, эти документы все обрабатываются в городе Сухум, и затем, когда разрешение на работу уже готово, иностранец приезжает и забирает это разрешение на работу. Инспекторы Гагрского отдела государственной миграционной службы совместно с отделом трудовой миграции 2 раза в неделю осуществляют совместную работу по приему документов. В этот раз количество трудовых мигрантов, желающих узаконить свое нахождение в Абхазии, составило около 60 человек. Асида Мали, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба сегодня отметили День учителя и 15-летие конкурса педагогического мастерства имени Нелли Ман. Поздравить учителей с профессиональным праздником пришли президент Рауль Хаджимба, советник президента Владимир Зантари, первый вице-премьер Шамиль Азанба, депутаты парламента, общественность. Терпение, целеустремленность, любовь к детям и профессии – это далеко не все, но, пожалуй, самые важные качества преподавательского таланта. Только сочетая их, учителя могут добиться от учеников любви и уважения. Преподаватель – это человек, не только обучающий наукам, но и еще носитель духовности и нравственного начала. Во все времена учителя выполняли особую гражданскую миссию – воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторства лежат в основе каждой школы. Именно об этом сказал президент Рауль Хаджимба, поздравляя учителей с профессиональным праздником. Дорогие учителя, педагоги, воспитатели, вы вносите в строительство нашего независимого государства неоценимый вклад. Воспитывая будущих специалистов, ученых, врачей, педагогов, инженеров, экономистов, юристов, творческих работников, вы создаете прочную базу для повышения потенциала нашего государства. Мы знаем, в каких нелегких условиях приходится вам обучать детей и юношей, передавать знания и навыки подрастающему поколению. Но государство делает и будет делать все необходимое для заметного улучшения материально-технического состояния наших общеобразовательных школ.
дошкольных учреждений. Указом президента за вклад в воспитание молодого поколения, развитие абхазского языка и многолетнюю успешную работу заслуженный учитель Абхазии Арда Михайловна Лакоба награждена орденом Ахедзапша 3-й степени. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения 36 преподавателям присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Абхазии». Принято считать, что учителями могут быть только самоотверженные люди. Профессия учителя по своей значимости несравнима ни с одной другой в мире, и нет более благородной профессии. Как обидно, когда иногда говорят «бедный учитель». И как люди забывают, что самый богатый – это учитель. А почему он самый богатый? Потому что через руки учителей все мы, все абсолютно прошли. Значит, мы богатый и очень богаты, потому что у нас есть много детей, много близких, много дорогих, много родных. Для собравшихся в зале Госфилармонии был организован концерт с участием школьных коллективов. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Космонавт-испытатель, герой России Сергей Рязанский, участник проекта «Марс-500», приехал в Абхазию на 3 дня, чтобы полюбоваться страной и встретиться со школьниками и студентами. На лекцию космонавтов в Музее боевой славы имени Владислава Арценба в Сухуме собрались учащиеся средних и специальных учебных заведений столицы. А затем в Доме Москвы открылась фотовыставка работ Сергея Рязанского. Российский космонавт приехал в Абхазию по приглашению администрации президента республики. Репортаж Елены Лолуа. Сергей Рязанский поделился своим опытом подготовки к полету на МКС. Рассказал о том, как проходят дни в космосе, чем питаются и какие исследования проводят. Ребята узнали о том, какими качествами и навыками должен обладать космонавт, какие экзамены нужно сдать, чтобы получить диплом космонавта, и сколько знать дисциплин, чтобы работать на корабле. Перед полетом мы проходим достаточно серьезные тренировки, которые занимают приличное время. Но плюс еще есть научные исследования. Все, что отправляется в космос, оно должно быть исследовано, должно быть изучено, должно быть подготовлено здесь на Земле, 100 раз проверено. И поэтому у нас на Земле проводятся сейчас эксперименты для полета на Марс, для полета на Луну. Первый полет Сергея Рязанского состоялся в сентябре 2013 года. Выход в открытый космос – это самое интересное в космической работе, сказал космонавт. Вместе с командиром корабля Олегом Котовым он совершил 3 выхода. Один из них был рекордным по продолжительности – более 8 часов. Это именно на Сергея Рязанского была возложена ответственная и сложная задача – вынести в космос олимпийский факел. Я единственный в нашем российском отряде космонавтов космонавт-ученый. Я из набора Академии наук. И полет был на станцию первые полгода. Я туда полетел бортинженером, то есть с сентября 2013 года до марта 2014 года. За это время мы совершили 3 выхода в открытый космос. Вообще, выходы в открытый космос – это, наверное, самое интересное, что есть с профессиональной точки зрения у космонавта. Для учащегося Сухумской школы Анатолия Хильчевского было интересно узнать, например, как выживать в условиях невесомости, и что в космосе необычно быстро происходит смена света и тени. Узнал я очень много нового, например, то, что в космосе очень низкие температуры, также есть очень высокие температуры. То, что в космосе жить не так уж и легко, много работы, и там очень быстро меняется время суток. Нравственно-патриотическое воспитание молодежи – одна из целей встреч космонавта со школьниками. Когда прихожу разговаривать с ребятами, 10-11 класс, когда спрашиваю: ребята, куда вы хотите пойти? Они говорят: мы не знаем. Вот это самое страшное, когда человеку ничего не интересно, человек ни к чему не стремится. Я считаю, что это провал родителей и учителей. Космонавты на орбите находят время не только для работы, но и для фотографии. Сергей Рязанский привез в Абхазию более 50 снимков, сделанных им во время пребывания на борту Международной космической станции. На фотовыставке в Доме Москвы, где представлены его работы, посетители смогли увидеть, как удивительно красива наша планета. На мероприятии побывали премьер-министр Артур Меклабия, студенты, преподаватели, представители общественности. Для наших студентов это многое дает. Они видят вживую героя России, космонавта, и его выставка с космоса – это, конечно, замечательно. Ты догадываешься, но никак не можешь
представить себе с космоса такой вид, насколько вот красива наша планета. Сергей Рязанский вновь готовится к полету в космос. Старт запланирован на ноябрь 2017 года. Елена Лула, Асаита Гуха, Абхазское телевидение. 38 томов энциклопедического словаря «Гранат» были возвращены Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир. Сборник одной из крупнейших дореволюционных русских универсальных энциклопедий был утерян во время Отечественной войны народа Абхазии. Книги Национальной библиотеки буквально на днях возвратил Константин Ануа. Главный врач республиканского психоневрологического диспансера рассказал о том, что он нашел их в заброшенном доме во время войны и все это время хранил их у себя. Сегодня из 58 томов библиотека обладает только 38. По словам директора библиотеки Бориса Чолари, недостающие книги уникального сборника необходимо найти и вернуть в библиотеку. Это энциклопедическое издание «Гранат». Оно ценно больше, чем даже энциклопедический словарь Эфрона и Брокгауза, потому что этот энциклопедический словарь составлялся библиографическим обществом России. Энциклопедия – это наиболее емкая и необходимая, не теряющая своей значимости информации, собиралась столько лет, почти 60 лет. Поэтому издание представляет особую ценность, и она относится к категории редких изданий. В Москве на 71-м году жизни скончался внук народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия, кандидат исторических наук Дмитрий Георгиевич Гулия. Траурная церемония прощания пройдет в Москве завтра. Похоронят Дмитрия Гулия на родине в Абхазии. В нашей программе сегодня смотрите передачу из архива абхазского телевидения «Хранитель истории» о Дмитрии Гулия. Также в нашей программе сегодня прямой эфир. Гости передачи Хастагалу Амта, вице-спикер парламента Даур Аршба и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба. Тема разговора в прямом эфире – конституционная реформа. Настоящий праздник спорта прошел сегодня в Очамчире. Всемирная мода открытых городских марафонов пришла в Восточную Абхазию еще в прошлом году. Праздник настолько понравился, что решили его устроить еще раз и сделать его ежегодным. Спортивное мероприятие приурочили ко Дню молодежи. Организаторы марафона «Молодежный центр Гюэнос» спонсорскую поддержку оказала компания «Амобайл». О том, каким был этот праздник и как дети демонстрировали приверженность здоровому образу жизни и любовь к физкультуре и спорту, расскажет Нисфа Аршба. Еще до начала мероприятия в центре Очамчиры было многолюдно. Школьников из разных сел района сюда, к главной площади, доставляли автобусы. В забеге приняли участие более 300 детей. Лаша – самый младший участник. Он учится в 5 классе Рекской школы. Это первый серьезный турнир, и он его, конечно же, хочет выиграть. Бегаю с 1 класса. Выигрывал когда-нибудь? Нет. Еще не выигрывал? А сегодня? Сегодня не знаю. Короткая перекличка, представление девизов и состязанию дали старт. Организаторы мероприятия вместе с детьми и руководством района возложили цветы к основанию будущего памятника погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Такой пробежки Очамчира не видела почти год. Центральная улица превратилась в беговую дорожку длиной в 1500 километров. Стартуют участники в 4 захода, в зависимости от того, на какую дистанцию они выходят. Самую длинную, марафонскую, пытаются осилить более 20 ребят. Свои дистанции девчонки и мальчишки бегут раздельно. И первой к финишу пришла Альбина Кутелиан. Восьмиклассница в марафоне участвует уже во 2-й раз. И если в первом результаты были на 3, то сегодня бесспорно отлично. Спасибо всем, спасибо большое, что первое место взяла. Руководитель молодежного центра Гюэнос выразил благодарность спонсорам мероприятия, компании «Амобайл», за поддержку молодежных проектов в Очамчирском районе и помощь в устроении праздников для детишек Восточной Абхазии. Это приурочено к Всемирному дню молодежи, чтобы у нас побольше здоровых было молодежи. Я думаю, что это пример для всей молодежи,
Вот, и последовательность этому есть, уже второй год это проходит. Огромное спасибо всем, кто нас поддержал. Участвовали в состязании как ученики школ, так и их наставники, учителя физкультуры. И если школьники соревновались на дистанциях 300, 500 и 1000 метров, их наставники показали пример и пробежали дистанцию в 1500. Участников марафона поддерживали многочисленные болельщики, среди которых были их родные, друзья, жители города. Я думаю, что это больше должно быть этих мероприятий, чтобы молодежь собиралась, и спортивные мероприятия, что проводились. Нам очень интересно заниматься спортом. Мы советуем всем заниматься спортом, потому что это очень хорошо для здоровья. Мы хотим сказать спасибо всем, кто организовал вот это. Для нас это очень приятно познакомиться с новыми друзьями. Мероприятие дает возможность большому количеству ребят, учащихся как городских, так и сельских школ района, проявить свои спортивные таланты и просто отдохнуть на веселом спортивном празднике, уверены в компании Mobile. Мы готовы всегда поддержать любые инициативы, связанные со спортом, связанные с молодежью, со здоровым образом жизни. Могу смело сказать от лица компании Mobile, что мы за спорт! Городом для бегунов Чамчира было более 6 часов. Те, кто не успевали вовремя добежать до финиша, злились, огорчались и даже теряли сознание. Памятные кубки, медали и грамоты вручили лучшим из лучших и обещали сделать этот праздник спортом традиционным. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 62 копейки, евро 69 рублей 81 копейка. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 градусов, температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.